Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет в этот месяц. Вот у нас карта месяца башня. Первая декада месяца, середина месяца и окончание месяца. Отношения, работа, финансы. Подсказывать будем на цыганской колоде. Но вот сразу хочу вытащить карту для башни, потому что башня обычно это карта кризиса. Вот в какой именно сфере будет этот кризис происходить. Давайте посмотрим, что нам скажут. Еще цыганская колода. Так, девятка бубновая. Ну, это по сути карта очень похожая на башню, да. Ну, смотрите. Вот если вы продавали дом, может быть, хотели продать, да, то вот здесь продажа, потому что здесь карта дома еще выпадает у нас, да, может быть, продажа недвижимости, продажа дома, может быть, окончание строительства, может быть, окончание каких-то долгих, затянувшихся дел, которые вот связаны у нас как раз были с недвижимостью. Это вот из хорошего, да, или может быть, допустим, была какая-то ситуация затяжная с какими-то бумагами, которые зависели от чиновников, от администрации, от закона, тоже вот здесь есть возможность их наконец оформить, подписать, получить разрешение и так далее. Вот здесь у нас как бы такой хороший получается, ну, хорошая сторона этой карты. А если же будем говорить о негативном, да, то, скорее всего, здесь будет, знаете, какая-то ситуация такого кризиса, который назрел давно, да, и вот сейчас происходит вот такой взрыв, происходит удаление того лишнего, что в вашей жизни мешало, да. Это, конечно, касается, может быть, и взаимоотношений в семье, да, это может быть и уход каких-то друзей, да, которых раньше вы считали друзьями, допустим, да, а сейчас, может быть, они как-то по-другому себя проявляют, либо действительно друзья могут уезжать, допустим, куда-то, да, вот, и вы, ну, как бы не видитесь теперь. В общем, какие-то тут потери могут быть все-таки. Кроме того, эта карта еще, знаете, трансформации, да, когда мы меняем взгляд на жизнь, на близких людей, когда у нас происходит какое-то прозрение, да, допустим, мы себя обманывали в чем-то, и тут вдруг раз, и мы уже видим, что и как у нас на самом деле в жизни происходит, да. То есть это ситуация, которую нельзя сдержать, нельзя отменить. Единственное, вот по башне всегда рекомендация самим начать трансформацию, не ждать, когда придет момент, да, когда уже сама жизнь вмешается. Лучше всего начать трансформацию уже сейчас. Наверняка, когда башня у нас выпадает, это значит, что мы знаем, что у нас в жизни не так, что нужно менять. И если мы начнем это делать заблаговременно, то здесь изменения пройдут довольно-таки легко и безболезненно. Но если мы будем как бы затягивать, ждать, когда сама судьба нам предъявит счет, скажем так, да, вот тогда это будет сложно, тогда это будет трудно. А также может быть, знаете, ситуация просто развернуться каким-то образом так, что мы не ожидали, да, как мы не ожидали. Может быть, будет, знаете, что-то с работой тоже связано. Очень часто у нас башня показывает нашу карьеру, да, может быть, какие-то перемены, переезды, перемещения, новая работа. Может быть, здесь какая-то ситуация, связанная с деньгами, да, вот, допустим, деньги были, ну, допустим, обещаны вам кем-то, да, и вдруг срывается здесь договоренность. В общем, здесь вот может быть много такого не очень приятного. Но в основном, знаете, вот эта карта, она во взаимодействии с другими людьми проигрывается. То есть именно в отношении других людей мы себя ведем как-то неправильно, агрессивно, или, может быть, слишком большое значение придаем себе, собственным каким-то интересам и желаниям, забываем про других, да. Вот в основном это вот во взаимодействии проявляется, когда мы неправильно как-то общаемся, неправильно
неправильно себя преподносим, да, вот тогда вот как раз башня приходит, да, и ставит все на свои места, когда мы не можем это сделать сами или не хотим. Также тайные какие-то дела, которые у нас могут быть, они станут явью. Или, допустим, что-то было неясно. Вот, наконец-то все прояснится, да еще и так как-то быстро, резко, да, что, может быть, мы окажемся неподготовленными. Это, знаете, карта говорит, чтобы мы осторожнее были с финансами, особенно если мы играем там на бирже, операции с ценными бумагами проводим, с какими-то государственными деньгами. Вот может быть здесь прям кризис какой-то, вот лучше в этот месяц вообще ничем таким не заниматься. Если, допустим, у вас какая-то болезнь была, вот может обостриться, да, может быть, стоит заранее тоже об этом подумать. Хорошая карта для того, чтобы, знаете, делать какой-то решающий шаг, такой рывок, да, вот, допустим, очень хорошая карта для начала какого-то большого проекта, бизнеса, да, или еще что-то такое, когда серьезное у нас что-то, мы собирали, да, вот по кирпичику, и потом стартанули, вот так у нас как-то это может выглядеть. В общем, все такие неожиданные вещи, они могут происходить. Ну и еще, знаете, карта говорит о том, что нужно выходить как-то за границы, за пределы своей привычной жизни. Может быть, нужно больше общаться, может быть, нужно учиться, может быть, нужно искать какие-то возможности для собственного, как бы для собственной самореализации. Да, вот очень важно здесь у нас все. Для начала месяца выпадает карта Рыцарь мечей. Карта говорит о том, что могут приходить какие-то неожиданные новости, какая-то информация, может быть, неожиданная, да, особенно если это касается поездок, особенно если это касается какого-то транспорта, путешествий. Если это касается обучения, ну, в общем, все, что связано с информацией, с общением, может быть, заключением каких-то договоров, подписанием бумаг, вот это все будет проигрываться в начале месяца. И еще, знаете, важно, может быть, нужно быть осторожней со словами, да, можно поссориться там с соседями, с родственниками даже, с какими-то вот людьми, которых мы знаем хорошо. Может быть, хорошее время для того, чтобы писать, звонить, да, хорошее время для того, чтобы, может быть, публиковать какие-то статьи свои, через интернет, допустим, себя как-то демонстрировать, учиться через интернет, да, дистанционно. Хорошая для транспорта карта, если кто-то собирался покупать машину, да, или продавать, вот очень хорошо. Или, допустим, права получать уже можно по этой карте. А теперь у нас середина месяца, туз чаш. Карта говорит о том, что здесь будет, знаете, такое удовлетворение, такое ожидание чего-то хорошего, ожидание, скажем так, чуда, да. Действительно могут исполниться какие-то очень важные желания, которые как бы долгое время, может быть, вот в нашей душе жили, да. Тем более, что у нас в конце месяца тоже карта такой реализации, победы, да. Вообще вот туз чаш – это карта, которая говорит о том, что у нас есть какой-то дар, подарок, да, это может быть подарок от других людей, либо мы собственный дар какой-то раскрываем, самореализуемся, да, может быть, какой-то талант у нас открывается, возможность для того, чтобы его проявить. А также карта для встречи с каким-то человеком приятным, которого мы давно ждали, или, может быть, это вообще новая встреча какая-то для любви, для дружбы и так далее. Очень хорошая карта, которая нам обещает счастье. Также могут быть и какие-то хорошие начинания в карьере. Теперь окончание месяца выпадает шестерка жезлов. Карта говорит о том, что мы вот вместе с близкими людьми, да, достигаем каких-то важных своих целей. Либо у нас в работе тоже какие-то заканчиваются проекты, что-то мы делаем такое хорошее, что нас замечают, да, что нам
говорят спасибо, благодарю и так далее. То есть действительно карта очень хорошая для того, чтобы, скажем так, прорваться, да, на новый уровень, даже закрепиться, может быть, на новом уровне. Такой карта, знаете, праздника, карта ликования какого-то даже. Очень часто эта карта еще и совместной жизни, допустим, если пара какая-то встречалась, да, вот можете вместе начать жить. То есть это вот в любом случае какое-то приятное событие, завершающее какой-то важный проект. А также эта карта говорит о том, что вы как-то можете показать себя, решить вопросы, связанные с заграницей, вопросы, связанные может быть, с обучением, да, хорошее время для рекламы, хорошее время для каких-то публикаций, для решения юридических вопросов, для того, чтобы, может быть, выиграть даже что-то. Хороший очень получается месяц у стрельцов, да, но единственная вот карта, конечно, немножко так угрожающе выглядит башня, но здесь, конечно, нужно проконтролировать процесс, да, проконтролировать ситуацию. Если вы знаете, что что-то у вас назрело, лучше самим инициировать процесс, да, начать самим что-то делать, чтобы сгладить, чтобы не было вот такого резкого какого-то у вас перехода. Но в любом случае по башне всегда уходит только лишнее. И пусть уходит, на это место всегда придет только лучшее. Теперь отношения. В отношениях выпадает паж пентаклей, карта хорошая, карта, которая говорит о том, что в отношениях, скорее всего, будут большую роль играть дети, либо, может быть, в отношениях, чтобы наладить отношения, потребуются какие-то сторонние люди, да, какие-то люди, которые помогут вам наладить отношения. А также карта хорошая для получения денег, да, может быть, их тут не так много, но все-таки достаточно. Видимо, это для вас тоже важно. Для тех, кто в поиске партнера, семерка трефовая. Карта говорит о том, что вы можете встретить человека, знаете, либо младше себя, либо человека, который стоит вот как-то на одном уровне с вами. То есть, допустим, если вы человек, который занимает руководящий пост, то и этот человек, с которым вы познакомитесь, он тоже на таком же уровне. Если вы просто, допустим, работаете на кого-то, он точно так же. Если вы предприниматель, то этот человек точно так же. Может быть, вы, кстати, на работе можете познакомиться. А может быть, будет какая-то ситуация, какой-то потери, может быть, у вас, да, а этот человек вас поддержит, поможет вам, и вы на него сможете опереться. А для тех, у кого уже есть пара, десятка червовая, карта говорит о том, что у вас такое, знаете, очень хорошее, у вас хорошие отношения с партнером, такие дружеские, человек вас понимает, человек вам верен. И, может быть, даже будет такая ситуация, когда вы прям удостоверитесь в том, что человек вам действительно верен, человек надежен для вас, да, ему можно доверять, он прям не просто ваш спутник по жизни, он ваш настоящий друг. Вот здесь, конечно, может быть, очень приятно вы будете удивлены, да, или, может быть, просто утвердитесь в каком-то вот мнении своем. Но также карта говорит о том, что могут вмешиваться в ваши отношения друзья, или, может быть, кому-то из ваших друзей, вас или вашего партнера потребуется помощь, друзьям, да. А для тех, кто в ссоре, дама пиковая, карта говорит о том, что у вас все-таки будет примирение, вы как-то благополучно решите этот вопрос, и у вас прям улучшения будут в отношениях. Для работы выпадает шестерка мечей. Карта говорит о том, что в работе перемены. Может быть, потребуется совет специалиста, либо вам придется подучиться, да, набираться опыта, или, может быть, вас переведут в какое-то подразделение другое, да, или, может быть, в другой офис переедете, или, может быть, вообще работу захотите поменять, и, может быть, даже в другом городе будет работа, да, но в любом случае тут какие-то перемены очень значимые, которые были подготовлены заранее, либо к которым вы готовы сейчас. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Девятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас как раз может появиться возможность
получить работу, но, может быть, для этого вам придется что-то поменять в своей жизни, и карта рекомендует вам все-таки проявить решительность, да, и, может быть, даже храбрость, да, то есть все равно, допустим, переехать куда-то с места на место, для этого тоже нужна какая-то храбрость, да, или решиться на какую-то работу, где вы не очень хороший специалист, а еще нужно учиться, допустим, да, то есть карта говорит, чтобы вы соглашались, потому что это даст вам стабильность. Для тех, у кого есть работа десятка пиковая, у вас тоже изменения будут, либо действительно новая работа, либо работа в другом месте. Вот, ну, в общем, все, что я сказала про шестерку мечей, это вот к вам относится. Плюс еще может быть перемены в руководстве, да, может быть новое начальство, либо у вас в коллективе новые какие-то люди. Могут быть какие-то новые предприятия, новые проекты. Может быть, кстати, командировка тоже по этой карте. Может быть, как раз для обучения. Но очень хорошая карта, которая говорит о том, что меняется даже ваш, знаете, привычный образ жизни, круг знакомых меняется. Для тех, у кого свое дело, туз червовый выпадает. Карта говорит о том, что у вас может быть из-за вот этих перемен много каких-то эмоций. Да, перемены к лучшему, но все-таки это будет сложно даваться, и вы будете вот эмоционально как-то реагировать. Может быть, не всегда все будет получаться, допустим, на 50%, да, то хорошо, то плохо. Но в общем, все равно месяц вас выведет на новый уровень. Все равно будет улучшение, какие-то неожиданные новости, какие-то, знаете, неожиданные ситуации, неожиданные перемены, которые вы используете для того, чтобы улучшить ситуацию. Будете все равно, как бы, в конце концов довольны тем, что произошло. По финансам выпадает паж чаш. Карта говорит о том, что вы будете тратить деньги, может быть, на какие-то удовольствия, на какие-то поездки, на отдых, на, может быть, какие-то увеселительные мероприятия, на детей, на праздники детей, может быть, будете тратить. Также карта говорит о том, что есть возможность у вас по деньгам получить помощь какую-то от семьи, да, может быть, кто-то из близких как подарок какой-то денежный вам может сделать. Кроме того, карта говорит еще о каких-то, может быть, о каких-то деньгах, которые вы получаете от своего хобби, может быть, да, или вот вы начали, допустим, как-то себя по-новому реализовывать, уже какие-то первые деньги могут приходить. В общем, карта, которая говорит о том, что денег, может, будет не так много, но вы будете получать удовольствие от того, как вы их зарабатываете. Для тех, кто на зарплате валет бубновый, может быть, придется принять какое-то радикальное решение вот в плане работы. Может быть, придется менять работу на ту, которая больше нравится, да, где вам больше нравится зарабатывать. И, естественно, что на новом месте еще пока что не будет большой оплаты, да, может быть, это будет какой-то период с более, ну, как бы меньшим заработком, но зато это то, что вам нравится. А для тех, кто зарабатывает своим делом, у нас выпадает туз бубновый. Карта говорит о том, что у вас будет какой-то доход очень хороший, тоже выигрыш или подарок какой-то денежный. Тоже можете тратить деньги на какие-то поездки там, на речку, к морю, в парк, в общем, на природу, да, в общем, что-то такое приятное будете приобретать на эти деньги, которые зарабатываете. Ну и приход, конечно, денег будут какие-то хорошие сделки, которым вы порадуетесь. Друзья, желаю всем замечательного августа, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!